Қазақстан Республикасының президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Қымбатты парламент депутаттары, қазақстандықтар, осы жиынға қатынасушылар. Бір жылдан біраз бұрын мен Қазақстанның 2050 жылға дейінгі дамуының жаңа саяси бағдарын жариялағанымды білесіздер. Соның ішіндегі ең басты мақсат елімізді дамыған 30 елдің арасына енгізу. Ол мәңгілік Қазақстан жобасы. Ел тарихында біз аяқ басатын жаңа дәуірдің кемел келбеті болып танылады. Қазақ елі өткен 22 жылда қыруар іс тындырғанын бәріміз білеміз. Қайталап жатудың қажеті жоқ. Біз үлгілі дамудың өзіндік моделін қалыптастырдық. Әрбір отандастарымыздың жүрегінде еліне деген шексіз мақтаныш сезімін оянттық. Сұрақтарға қарағанда халықтың 97% әлеуметтік ахуалдың тұрақтылығын және оның жыл өткен сайын жақсара түскенін атап отыр. Бүгінде отанымыздың осы жылдардағы жеткізген жетістіктері әрбір азаматтың ұлттық мақтанышы болды деп айтуға болады. Күшті, қуатты мемлекеттер ғана ұзақ мерзімдік жоспарлауменен тұрақты экономикалық өсуменен айналысады. Қазақстан 2050 стратегиясы барлық саланы қамтитын және үздік өсуді қамтамасыз ететін жаңғыру жолы деп білу керек. Ол елдігіміз бен бірлігіміз, ерлігіміз бен еңбегіміз сынала жүріп шыңдалатын үлкен емтихан. Стратегияны мүлтіксіз орындап, емтиханнан мүлдірмей өту ортақ парыз, абыройлы міндет болып табылады. Кейбіреулер 2030 дейін бағдарламаны жасадық. Енді 2050 жылға дейін бүгінгі жағдайын ойлауымыз керек деген сөзді айтады. Оны біз түсіндіре білуіміз керек. Мысалы, 2050 жылға дейінгі 30 елдің ішіне кіреміз деген бағдарлама жыл сайын осы бағдарлама арқылы халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартатын болады деп сену керек. Біз қалған 35 жылды 7-5 жылдыққа бөлсек, 7-5 жылдықтың әр жылдың ішінде әрбір мақсатты орындап, халықтың әл-ауқатын жақсарта береміз. Егерде қай жерге баратынымызды, біздің алатын асуымыз, межеміз қай жер екенін білмейтін болсақ, онда біз бүгінгі күндің де мәселесін дұрыс шеше алмаймыз. Сондықтан бағдарлама керек, ондай бағдарламамен істейтін жалғыз Қазақстан емес. Уважаемые соотечественники, Казахстан 21 века – страна, созданная с нуля. Всего за 2 десятилетия нашим талантливым, трудолюбивым, толерантным народом. Это наше общее детище, которым мы гордимся. Это наши великие творения, которые мы беззаветно любим. Мы приняли стратегию 2050, чтобы казахстанцы крепко держали в своих руках штурвал будущего своей страны. Сегодня по долгосрочным планам работают многие успешные государства, например, Китай, Малайзия, Турция и другие. Стратегическое планирование в 21 веке является правилом номер 1, ибо никакой ветер не будет попутным, если страна не знает маршрута и гавани прибытия. Стратегия 2050, как путеводный маяк, позволяет нам решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду нашей основной цели. Это означает, что мы ежегодно, а не через 30-50 лет, будем улучшать жизнь наших граждан. Стратегия – это программа конкретных практических дел, которые день за днем, из года в год будут делать лучше страну и жизнь казахстанцев. Но каждый должен понимать и знать, в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, а эффективно каждому трудиться, тогда в семью и лично для себя придет благополучие. Задача государства – создавать для этого труда все условия. Что мы и делаем, создавая предприятия, новые рабочие места и обучая людей новым профессиям. Я убежден, что достойное будущее нашей Родины среди передовых стран, а именно,
что это навеки объединит всех казахстанцев. В сегодняшнем послании я хочу изложить казахстанцам наш план вхождения в число 30 развитых государств мира. По моему поручению правительство разработало проект концепции, подробной концепции по этому вопросу. В целом одобрил этот документ, который после доработки с учетом сегодняшних поручений послания будет окончательно утвержден. По многим прогнозам, предстоящие 15-17 лет станут окном возможностей для нас, для масштабного прорыва Казахстана. Так говорят, сходятся все прогнозы, которые делают сейчас. В этот период для нас сохраняется благоприятная внешняя среда, рост потребностей в ресурсах наших, энергии, продовольствии, вызревание третьей индустриальной революции. И так называемые проблемы глобального потепления и так далее, оно все в этот период, в это окно будет для нас все равно благоприятным. И мы должны использовать это время. К цели 2050 года мы будем двигаться непростой глобальной конкуренцией. Предстоящие десятилетия таят немало вызовов, о которых мы уже знаем, много непредвиденных ситуаций, новые кризисы на глобальных рынках и мировой политике. Легкой прогулки по 21 веку не ожидается. Середина века уже близка. Развитые страны мира примеряют к ней свои конкретные стратегии сегодня. Вторая треть 21 века будет однозначно сложнее, а число претендентов в глобальный список топ-30 весьма ограничено. Я не раз говорил о том, что понятие «развитая страна» изменчивая во времени категории, и она определяется не только ростом ВВП. Это рост, а развитие – это другое. В развитых странах появляются радикально новые качества жизни каждый раз. Сейчас фундаментальные показатели развитости демонстрируют государства-участники Организации экономического сотрудничества и развития ОЭСР. В нее входят сегодня 36 стран, производящие 60% мирового валового продукта. Кандидатами на вступление в ОЭСР являются еще 6 стран – Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Россия и ЮАР. Все страны прошли путь участницы глубокой модернизации, имеют высокие показатели инвестиций, научных разработков, высокую производительность труда, развитие бизнеса и стандартов жизни населения. Индикаторы стран ОЭСР с учетом их будущей долгосрочной динамики – это и есть наши базовые ориентиры пути в число 30 развитых стран планеты. Я ставлю задачу о внедрении в Казахстане уже начинать внедрять некоторые стандарты ОЭСР. Они будут отражены в концепции. В экономике планируется достигнуть ежегодного роста ВВП не ниже 4%, чтобы достичь этих показателей. Но мы же можем расти и больше 4%. Но мы берем именно этот усредненный среднесрочный показатель. Надо обеспечить увеличение объема инвестиций с нынешних 18% до 30% всего объема ВВП. То есть к 50 году среднесрочно, если Казахстан будет развиваться лишь 4%, то мы достигнем поставленных целей. Если мы будем развиваться в 5-6%, то мы на 30% приближим этот день и время. Внедрение наукоемкой модели экономики преследует цель увеличить до 70% долю несырьевой продукции в казахстанском экспортном потенциале. Создание новых высокотехнологичных отраслей экономики потребует роста финансирования науки не менее 3% от ВВП. Важно в 2 раза снизить энергоемкость валового внутреннего продукта. К 50 году малый и средний бизнес
будет производить не менее 50% объема ВВП Казахстана вместо нынешних 20%. Производительность труда должна вырасти в 5 раз, нынешних 24,5 тысячи долларов до 126 тысяч. Это непростой вопрос, подняться на такой уровень. Главные ориентиры развития социальной сферы до 50-го года заключены в конкретных индикативных цифрах. Нам надо 4,5 раза увеличить показатель объема ВВП на душу населения с 13 тысяч сегодняшних до 60 тысяч долларов. Казахстан станет страной, преобладающей долей среднего класса. Следуя глобальной тенденции урбанизации, доля городских жителей достигнет с сегодняшних 55 до 70% всего населения. Города и населенные пункты свяжут качественные дороги, скоростные маршруты всех видов транспорта. Утверждение здорового образа жизни и развитие медицины позволит увеличить продолжительность жизни казахстанцев до 80 лет и выше. Казахстан станет одним из ведущих евразийских центров медицинского туризма. Завершится формирование передовой национальной образовательной системы. Наша страна должна стать одной из самых безопасных, комфортных для проживания людей стран мира. Мир и стабильность, справедливое правосудие, эффективный правопорядок – вот основа развитой страны. Уважаемые соотечественники, концепции вхождения Казахстана в число 30 самых развитых стран мира обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей работы. Нам надо решить ряд задач по следующим приоритетным направлениям. Первое. Важно скорректировать и усилить тренд инновационной индустриализации. Я дал ряд поручений правительству по разработке проекта второй пятилетки форсированного индустриально-инновационного развития на 16-19 год. Первая пятилетка этой работы заканчивается в этом году. Сделано немало, но и ошибок допущено немало. Нам придется серьезно корректировать и ограничить число приоритетов индустриализации. Нам важно повысить эффективность традиционных наших добывающих отраслей экономики. Это наше естественное конкурентное преимущество. Нам нужны новые подходы по управлению, добыче, переработке углеводородов, сохраняя экспортный потенциал нефтегазового и горно-металлургического сектора. Надо окончательно определиться по возможным сценариям добычи нефти и газа. Сколько нам его нужно? В текущий момент, сколько в перспективе? Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая значимость для наукоемких отраслей электроники, лазерной техники, коммуникационного медицинского оборудования и учитывая то, что такие редкоземельные металлы в наших недрах имеются. Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. Еще наши недра не разведаны как следует. То, что имеется, это поверхностное. Уже прогнозы говорят о том, что общие запасы богатств в недрах Казахстана в несколько раз выше, чем мы сегодня имеем. В эту отрасль следует привлекать инвестиции зарубежных инжиниринговых компаний, упростив наше законодательство. В целом, по традиционным нашим отраслям мы должны иметь отдельные планы их развития. Конкретным результатом каждой пятилетки должно быть создание новых отраслей экономики. В рамках первой пятилетки индустриализации созданы, как вы знаете, автомобили, авиастроение, производство тепловозов, пассажирских грузовых вагонов, чего у нас никогда не было. Их надо расширять, выводить на внешние рынки. Итак, оставшиеся до 2050 года годы, 37, без учета этого года будет 35, делим на 7 пятилеток, каждый из которых решает вопрос достижения общей единой цели
войти в число 30 развитых стран. Каждая пятилетка будет решать свои задачи, свои программы. И это будет лучше для контроля. В рамках второй и следующих пятилеток следует основать отрасли мобильных, мультимедийных, нанокосмических технологий, робототехники, генной инженерии, поиска открытия новых видов энергии. Ключевым звеном работы государства будет создание максимально благоприятных условий для развития казахстанского бизнеса, главным образом малого и среднего. В ближайшие 10-15 лет надо создать наукоемкий экономический базис, без которого мы не встанем в один ряд с развитыми странами. Когда мы говорим наукоемкая экономика, прежде всего имеем в виду науку. Через науку мы придем к наукоемкой экономике. Второе. Важно обеспечить перевод на инновационные рельсы агропромышленный комплекс. Один из важнейших условий. Это наша традиционная отрасль. И здесь есть у нас преимущество. Глобальная потребность продовольствия в мире будет возрастать. В этот сектор пойдут большие инвестиции. Поэтому нынешние фермеры, которые работают на нашей земле, должны заботиться о росте производства, а не довольствоваться краткими достижениями, связанными, будем честно говорить, погодными условиями. Отдельные хозяйства показывают хорошие виды при любых погодных условиях получать среднюю урожайность почти в 2 раза выше, что мы имеем по Казахстану. Почему остальным не дотягиваться до этого? Конкуренция в глобальном агропроизводстве будет возрастать. Я вспоминаю момент, когда Китайская Народная Республика занялась аграрным сектором, наделила крестьян землями, каждый год проверялась. Вот на своем модели, допустим, апельсинов один вырастил 100 тонн, а другой вырастил 50 тонн. Так в следующем году тот, кто 50, отдавал землю тому, кто может делать 100. Может быть, по земле нам тоже перейти к такому подходу, потому что это национальное достояние должно использоваться как следует. На земле должны работать прежде всего те, кто внедряет новые технологии, непрерывно повышает производительность, работает на основе лучших мировых стандартов. Важно создать эффективный земельный рынок, в том числе через прозрачные механизмы ценообразования. Передача в аренду сельхозугодий только с учетом привлечения инвестиций и внедрения передовых технологий повысит конкуренцию, и мы должны не бояться этого, если даже иностранные компании будут брать в аренду и показывать лучшие образцы, как надо обращаться и производить сельхозпродукцию. Следует устранить все барьеры, препятствующие развитию бизнеса в сельском хозяйстве, процессу кооперации фермерства, эффективному землепользованию. Будущее за созданием сети новых перерабатывающих предприятий в аграрном секторе, главным образом в форме малого и среднего бизнеса. Здесь мы должны поддержать бизнес кредитами. Фермеры должны иметь прямой доступ к долгосрочному финансированию рынках сбыта без посредников. Актуальным вопросом является создание эффективной системы гарантирования страхования займов сельских производителей. Казахстан должен стать одним из крупных региональных экспортеров мясной, молочной продукции и другой продукции, которая родит наша земля. В растениеводстве надо идти по пути сокращения объемов выращивания малорентабельных водоемких культур, замены их овощной, масличной, кормовой продукцией. Вечные пастбища Казахстана занимают сотни миллионов гектаров. Их использование ограничивается наличием воды. Мы должны восстановить колодцы, которые были когда-то по всей территории, и возродить эту культуру. Нужен комплекс мер по эффективному потреблению агрохимикатов, расширению применения в засушливых регионах современных технологий. Как теперь говорят, нулевой обработки почв, но есть и другие лучшие технологии, которые надо использовать. Согласно принятой концепции по переходу к зеленой экономике, к 2030 году 15% посевных площадей должны быть переведены на водосберегающие технологии.
Они уже в мире давно апробированы. Нам необходимо развивать аграрную науку, создавать экспериментальные агроинновационные кластеры. Важно не отставать от времени и наряду с производством естественного продовольствия вести разработку засухоустойчивых и генно-модифицированных культур. То, что люди не знают, этого страшатся. Ничего в этом такого нет. Генно-модифицированные культуры будут резко распространяться по всему миру. Такая сегодня потребность. И это не является чем-то несъедобным делом, наоборот. С учетом обозначенных задач поручаю правительству скорректировать планирование и развитие агропромышленного комплекса. Третье. Создание наукоемкой экономики – это прежде всего повышение потенциала казахстанской науки. По данному направлению следует совершенствовать законодательство по венчурному финансированию, защите интеллектуальной собственности, поддержке исследований, инноваций, а также коммерциализации научных разработок. Поручаю правительству до 1 сентября текущего года разработать и внести на рассмотрение парламента пакет соответствующих проектов. Необходим конкретный план поэтапного увеличения финансирования науки, конкретной разработки и открытия, работающие на страну, и доведения его до показателей развитых стран. Привлечение зарубежных инвестиций надо всецело использовать для трансферта в нашу страну знаний и новых технологий. Необходимо создавать совместно с иностранными компаниями проекты, инжиниринговые центры. Иностранные компании в общем, да, но есть компании транснациональные, которые сегодня работают в Казахстане на крупнейших месторождениях нефти, газа, металлургических, горно-металлургических объектов. Мы должны побудить их, чтобы они создавали производство здесь, по обслуживанию сервису этой компании. Для этого правительство должен помочь и средствами, и возможностями. И я знаю, что многие крупные компании готовы это делать. Надо сесть за стол переговоров немедленно и начинать работать. Не надо завозить оборудование для нефти и газодобычи из-за океана, когда можно эти же предприятия перенести здесь. Сельскохозяйственную технику надо собирать здесь у нас. Металлургическое оборудование, которое мы завозим, тоже надо создавать здесь. Это обязанность компаний, которых мы допустили работать на наших недрах, которые зарабатывают, вкладывают большие деньги. Когда компания приходит вместе с технологиями, инвестициями, у нас получается что-то доброе. Так происходит по сборке, смотрите, вертолетов в нашей стране, и вместе с Россией машин грузовых и автомобилей, и других вещей, то есть инвестиции, кадры, опыт и технологии. А когда мы сами начнем что-то переделывать из того, что есть, что получается, мы знаем со времен советского опыта. Важно повышать при этом эффективность национальной инновационной системы, ее базовых институтов. Их активность следует направить и поддержать сатрапов начальных стадий венчурных сделок. Надо активизировать работу технологических парков, особенно в крупных городах-агломерациях, прежде всего в Астане и Алматы. Первый интеллектуально-инновационный кластер уже успешно работает в Астане на базе Назарбаев университета. Важно продумать меры стимулирования процесса размещения в технопарках дополнительных производств крупных казахстанских компаний. И не надо упускать работу этих технологических центров, постоянно поддерживая, помогая, развивая их. Может быть, на этих базах возникнут другие центры. Четвертое. Надо обеспечить динамичное развитие инфраструктурной триады агломерации, транспорта, энергетики. Агломерации – это каркас наукоемкой экономики Казахстана. Их создание, развитие – важный вопрос с учетом огромной территории страны и низкой плотности населения. Первыми современными урбанистическими центрами Казахстана станут крупнейшие города – Астана, Алматы, далее Шымкент и Актобе.
Они должны стать также центрами науки и притяжения инвестиций населения, предоставлять качественные образовательные и медицинские социокультурные услуги. Посмотрите, в мире и наука, и технология развиваются в таких крупных городах. У нас огромная территория, население размещено по периферии Казахстана, и мы везде, всюду не можем это развивать. Поэтому образование, создание крупных агломераций – это важная задача для нашей страны. Далее. Транспортная инфраструктура. Это кровоносная система нашей индустриальной экономики и общества. Я много раз говорил о том, что развитой страны без качественных современных магистралей не бывает. Кроме того, для Казахстана пути сообщения имеют важное значение и по огромности его территории, и важности расположения между Европой и Азией, севером и югом. Для создания сначала коммуникации внутренней страны мы начали строить автострады Астана-Караганда, дальше до Алматы, Астана-Павлодар, далее Усть-Каменогорск, Алматы-Капчагай, Усть-Каменогорск. До Кустаная мы построили, до Петропавловска тоже имеются дороги. И это все благо для наших всех регионов, которые немедленно будут использованы народом. По этим же маршрутам уже ходят поезда с удвоенной скоростью. Необходимо развивать сектор логистических услуг. Прежде всего речь идет о максимальном использовании территории Таможенного союза и для транспортировки наших грузов. Близится к завершению строительство гигантского коридора Западная Европа, Западный Китай, автодорога. Построена железная дорога в Туркменистан. Далее эта дорога выйдет в Иран с выходом в Персидский залив. Это новые маршруты для наших товаров. В перспективе Казахстан должен инвестировать в создание логистических центров в странах, имеющих выход к морям. Нужно сокращать сроки таможенной обработки. Специально надо этим заняться. Грузов, повышать пропускную способность пограничных переходов, усилить мощность порта Актау, упростить процедуры экспортно-импортных операций. Мы эту задачу ставим, а сегодня на наших границах стоят сотнями поезда, сотнями стоят автомобили, которые не могут пройти. Почему-то другие страны все этот вопрос решили, а мы решить не можем. Всякие препоны надо решить, преодолеть этот вопрос. Без этого логистика наша не будет работать. Мы строим новую железную дорогу протяженностью 1200 километров Жезказган-Шалхар-Бейнево. Это свяжет напрямую восток-запад страны, оживляя множество регионов по пустынным центральным районам Казахстана. Это грандиозная стройка. Она будет завершена уже в 2015 году. Эта магистраль позволит через Каспий, Кавказ выходить в Европу. А на востоке в порт Линьянган в Тихом океане, о чем есть соглашение с Китайской Народной Республикой. Энергетику мы будем развивать в ее традиционных видах, которые сейчас имеются у нас. Необходимо поддержать поиски открытий по очистке выбросов теплоэлектростанций, повсеместной экономии электроэнергии на основе новейших технологий, производства в быту. Мы сейчас занялись зеленой экономикой, и это правильно. Тенденция в мире такая есть. И это увязывается с третьей индустриальной революцией. Хотя энергия солнца и ветра революцию не создадут в энергетике, но это создает условия для улучшения технологий. Однако недавно первая десятка крупнейших компаний Европы выступили публично против энергостратегии Европейского Союза, принятой по известной концепции зеленой экономики господина Рывкина. За 4 года ее выполнения ЕС потерял 51 гигаватт электроэнергомощности. То есть я это говорю к тому, чтобы, работая над программой зеленой экономики, нам надо учесть ошибки, допущенные другими странами. Подготовка Всемирной выставки Экспо-2017 в Астане – это важнейшее событие для страны. Нам надо использовать ее для создания Центра изучения и внедрения лучшего мирового опыта
как по зеленой экономике, так и по поиску энергии будущего в нашей стране, чтобы все, что мы построим в этой выставке, стало местом, куда будут приходить, изучать совершенно новые виды технологий. Группы специалистов под эгидой Назарбаев университета должны приступить к этой работе. Нам надо создавать условия для перевода общественного транспорта на экологически чистые виды топлива, внедрять электромобили, создавать для них соответствующую инфраструктуру. Страна нуждается в больших объемах бензина, дизельного топлива, не хватает авиационного керосина. Это нонсенс. Мы нефтедобывающая страна. Надо немедленно строить новый нефтеперерабатывающий завод. В то же время нельзя забывать о перспективах развития ядерной энергетики, что мы тянем. Потребность дешевой атомной энергии в обозримой перспективе развития мира будет только расти. Синдром Фукусимы – это совсем другое дело. Там, где есть цунами, там есть землетрясение. И поскольку этот вид энергии будет воспользован как чистый вид энергии, и нам отставать нельзя. Казахстан – мировой лидер в добыче урана. Мы должны развивать собственное производство топлива, атомных электростанций и строить атомные станции в Казахстане. Пятое. Развитие малого и среднего бизнеса. Вот главный инструмент индустриальной и социальной модернизации Казахстана в 21 веке. В этом моя позиция, как известно, однозначна. Я об этом говорю неоднократно. Чем больше доля малого и среднего бизнеса в нашей экономике, тем более устойчивым будет наше развитие. У нас действует сейчас более 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В них работает 2,4 миллиона казахстанцев. Объем продукции этого сектора за 4 года вырос в 1,6 раза, составляет более 8,3 миллиарда тенге. Согласно глобальному рейтингу, Казахстан входит в группу стран с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса. В эту тенденцию мы должны наращивать. Малый и средний бизнес – это прочная экономическая основа нашего общества всеобщего труда. Для его развития нужны комплексные решения по законодательному укреплению института частной собственности. Надо отменить все инертные правовые нормы, мешающие развитию бизнеса. Малый бизнес должен стать семейной традицией, передаваемой из поколения к поколению. Так делается в мире. Важно принять меры по развитию специализации малого бизнеса с перспективой его перехода в разряд среднего. Следует внедрить четкий механизм банкротства субъектов малого бизнеса. Малый и средний бизнес должен развиваться вокруг новых инновационных предприятий, мы не раз говорили, и наших крупных компаний. Я поручил правительству совместить план второй пятилетки индустриализации с дорожной картой «Бизнес-2020». Правительству совместно с Национальной палатой предпринимателей надо создать эффективные механизмы методической помощи начинающим предпринимателям. Шестое. Наш путь в будущее связан с созданием новых возможностей для раскрытия потенциала казахстанцев. Развитая страна в 21 веке – это активные, образованные и здоровые граждане. Что нам нужно сделать для этого? Во-первых, все развитые страны имеют уникальные, качественные образовательные системы. Нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев национального образования. К 2020 году планируется обеспечить стопроцентный охват казахстанских детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием. Мы этим занимаемся. Поэтому важно дать им современные программы, методики обучения, квалифицированные кадры. В среднем образовании надо подтягивать общеобразовательные школы. Уровень преподавания в интеллектуальных школах должен быть образцом для подражания и выхода для всех остальных школ. Выпускники школ, как мы договорились,
должны знать казахский, русский, английский языки, что сейчас повсеместно внедряется. В этом вопросе есть важное звено – преподаватели. Надо обратить особое внимание на наши педагогические институты, выбрать их несколько и сделать образцовые педагогические университеты, которые готовят необходимые кадры для сегодняшнего дня, для будущего. Результатом обучения школьников должно стать овладение ими навыков самостоятельного критического мышления, поиска глубокого анализа и информации. До 2017 года нужно устранить проблему нехватки учебных мест, перевести все школы страны, там, где есть еще остается трехсменки в глубинках, двухсменное обучение, если это необходимо. Правительство и Акумен предусмотреть выделение бюджетных средств и решить этот вопрос. Надо сформировать ядро национальной системы дуального технического профессионального образования, о чем мы говорили. В перспективе надо предусмотреть переход на гарантированное государством получение молодыми людьми среднего технического образования. Поручаю правительству до 1 июня этого года внести конкретные предложения по этому вопросу. Необходимо планомерно приступить к постепенному переходу ведущих университетов к академической управленческой автономии. Считаю необходимым создать эффективную систему поддержки студентов, учащихся высокой успеваемостью. Поручаю правительству обеспечить повышение с 1 января 2016 года размера стипендий на 25%. К автономии университетов мы будем переходить постепенно по мере готовности. Это не означает стать автономными и делать, что хотят. Это будет подготовка к будущему переходу к частному образованию. Это нормальное направление работы. Во-вторых, здравоохранение. Главный приоритет – развитие первичной медико-санитарной помощи. Следует изучить вопрос о введении обязательного медицинского страхования. Солидарная ответственность государства, работодателя и работника за его здоровье – главный принцип всей системы медицинского обслуживания. Человек сам должен позаботиться о своем здоровье. Никто больше не позаботится. Мы уже говорили, что от медицины зависит 15, может 20% здоровья человека. Все остальное – это мы сами. Какой образ жизни ведем, что мы едим и, главное, что мы пьем. Поэтому занятия спортом, правильное питание, регулярные профилактические осмотры – это основа предупреждения заболеваний. В условиях рынка, бизнеса человек должен быть здоровым. Тогда он обеспечит себя, свою семью и достигает успеха. Главное условие этого. Медицина будет развиваться, но мы должны заняться очень серьезной разъяснительной работой. В-третьих, следует дать новые импульсы развития казахстанской культуры. Следует разработать долгосрочную концепцию культурной политики страны. В ней надо обозначить меры, направленные на формирование конкурентоспособной культурной ментальности казахстанцев, развитие современных культурных кластеров. Наша культура должна начинать быть известной в мировом культурном пространстве. Мы все делаем для этого сейчас. Тағы да қазақ тілі мәселесіне келетін болсақ, бүгінде біздің тіліміз ғылым мен білімнің интернеттің тіліне айналды. Қазақ тілінде білім алатындардың саны жыл өткен сайын көбейіп келеді. Еліміз бойынша мемлекеттік тілді оқытатын 57 орталық жұмыс істейді. Одан мыңдаған азаматтар қазақ тілін үйреніп шықты, әлде де үйренуде. Былтырға қарағанда биыл қазақ тілін білемін деген өзге жұрттың өкілдердің саны 10%-ке өсті. Бұл да біраз жайттан бізге хабар берді. Тек соңғы 3 жылда мемлекеттік тілді дамытуға республика бойынша 10 миллиард теңге жұмсалды. Енді ешкім өзгерте алмайтын бір ақиқат бар. Ана тіліміз мәңгілік елімізбен бірге мәңгілік тіл болды. Бұл мәселені даудың тақырыбы емес,
ұлттың ұйытқысы ете білгеніміз жөн. Біздің тіліміз мемлекеттің барлық жүйесінде қолданылу үшін, барлық жерде керек болу үшін біз өзімізді өзіміз қамшылауымыз керек, өзіміз атсалысуымыз керек соған. Далее. Следует пересмотреть социальные пакеты работников образования, здравоохранения, социальной защиты. Поручаю правительству внедрить с 1 июля 2015 года новую модель оплаты труда гражданских служащих. Почему я об этом говорю? Несмотря на годы кризиса, вы помните, мы увеличили пенсии в 2-3 раза, заработные платы учителей и врачей тоже увеличили в 2-3 раза. Но мы допустили перекос. Гражданских служащих осталось непонятно где. Поэтому все это надо привести в соответствие. И эта работа должна обеспечить повышение зарплаты работникам здравоохранения до 28%, образования до 29%, социальной защиты до 40%. Пятое. Надо усилить внимание нашим гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать безбарьерной зоной. Такие граждане есть, обделенные судьбой, своей жизнью, здоровьем и так далее. И их немало, более чем 500 000 человек. Позаботиться об этих людях – наш долг перед собой, перед людьми и перед Аллахом, если хотите. И во всем мире этим занимаются. Я еще раз обращаюсь ко всем нашим компаниям, бизнесменам. Они могут работать и во всех предприятиях бытового обслуживания, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в конторах, офисах, ресторанах, предприятиях. Можно дать им работу. Специальную квоту по 5-10 человек, то, что они могут. И мы их подключим к жизни, и они не просто пособие будут получать, они будут знать, что они в обществе, они работают, они зарабатывают. Мы можем это сделать, давайте возьмемся все. И наши все социальные институты, неправительственные организации, во главе с партией Нур-Отан, нам всем этим надо заняться, если надо правительству специально провести работу со всеми компаниями и принять соответствующее решение по этому вопросу. Вот это и называется безбарьерная зона. Правительство с 1 июля 2015 года надо повысить на 25% размеры социальных пособий по инвалидности, утере кормильца. Следует усовершенствовать правовую базу деятельности объединения инвалидов. Важно усилить работу с ними всех государственных органов от правительства до местного акима. Следует и дальше сокращать уровень бедности, сдерживать рост безработицы. При этом важно не допускать роста иждивенческих настроений. Для всех получателей пособий и помощи надо ввести правила обязательном их участии в программах занятости социальной адаптации. Человек не должен сидеть, получать по безработице и ничего не делать. Это время он должен использовать для получения второй профессии, поиска себе работы и заниматься делом. Седьмое. Совершенствование работы государственных органов, институтов. При движении в число 30 развитых стран мира нам необходима атмосфера честной конкуренции, справедливости, верховенства закона и высокой правовой культуры. Нужны обновленные институты взаимодействия государства с неправительственным сектором и бизнесом. Равенство перед законом должно стать реальной основой правопорядка. Судебная система должна стать на практике прозрачной, доступной, просто и быстро решать все споры. Надо поднять качество работы всей правоохранительной системы. Мы работаем, надо продолжать эту работу. Люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением, высоким профессионализмом. Мы в прошлом году провели аттестацию. С этого года мы подняли их
довольствие, заработную плату, создали условия для нормальной работы, и общество вправе ожидать соответствующую отдачу от правоохранительных органов. Важнейшая задача – продолжать формирование и реализацию новой антикоррупционной стратегии. Мы проводим административную реформу. Она не должна превращаться в громоздкий процесс ненужного бумаготворчества и документооборота. Сегодня оценка области, оценка работы Акима превратилась в миллионы документов. Я говорил, сколько бумаг крутится в Министерстве образования, здравоохранения. Посмотрите, уничтожьте все эти бумаги. За этими бумагами сидят люди, занимают кабинеты. Им нужен телефон, им нужна ручка, еще их надо возить, еще и приемный секретаршу попросят. Давайте займемся. Аппарату правительства вместе с аппаратом президента надо над этим поработать. Надо дать больше самостоятельности органам управления на местах, одновременно усиливая ответственность за результаты повышения подотчетности перед населением. Поручаю правительству совместно с моей администрацией внести до 1 июля текущего года комплекс предложений по этим вопросам. Необходимо внедрить принцип меритократии в кадровую политику государственных предприятий, национальных компаний, бюджетных организаций. Поручаю правительству обеспечить повышение заработной платы государственным служащим корпуса Б с 1 июля 2015 года на 15%, а с 1 июля 2016 года еще на 15%. Таковы конкретные задачи, стоящие перед нашим государством и обществом на пути в число 30 развитых стран мира. Нам предстоит воплотить их в букву законов конкретных решений. Ничего неосуществимо в поставленных задачах перед страной руководящим составом нет. Здесь присутствует полный состав правительства, депутатов парламента, акимы областей и те, кто осуществляет эту задачу, и города Астаны. Все это мы говорим, потому что мы можем это говорить. Мы доросли до этого. Со строительством государства мы завершили работу, мы говорили на 20-летней независимости. И теперь мы выходим на другой уровень, имея ресурсы, возможности, кадры для решения более масштабной задачи совершенно на другом уровне. Это требует полной концентрации сил и внимания. Каждое министерство, ведомство, акимат должен знать. Кадры должны соответствовать этому. Не соответствуют, надо их менять. Такова жизнь. Должны работать люди соответствующие, понимающие, креативные и поддерживающие эту политику. Потому что другого у нас выхода нет. Мы вместе с Советским Союзом отстали от Запада на 50 лет, мы это знаем. И теперь мы будем ходить дальше, следом догоняющим их, и глотать пыль за этими государствами. Если мы этого не хотим, если мы не хотим быть на задворках развитой мировой экономики, мы должны это сделать. Мы должны перепрыгнуть этот барьер. Мы достигнем этого. Я абсолютно верю этому. Казахстан готов решать такие задачи. Уважаемые депутаты, члены правительства, наше движение в число 30 развитых государств мира надо решать в два этапа. Первый этап охватывает до 30 года, когда потребуется совершить модернизационный рывок, используя окно возможностей в 21 веке, о чем я говорил. В это время нам предстоит сделать то, что развитые страны совершили в период индустриального бума в свое время, прошлого столетия. Это вполне осуществимо. Аналогичный путь прошли Южная Корея, Сингапур и другие страны. На этом этапе мы обеспечим динамичный рост наших традиционных отраслей экономики, создадим сильный обрабатывающий индустриальный сектор. На втором этапе, в период с 30 по 50 годы, необходимо обеспечить устойчивое развитие страны на принципах наукоемкой экономики. Нам, самим государственным чиновникам, которые будут это делать, разобраться надо в терминах
Наукоемкая экономика сказала и все. Наукоемкая экономика – это наука. Любое производство достигает определенной производительности труда. Сейчас он выпускает 50 тысяч автомашин. Все, ресурсы, линии, технология, наука, все, дальше нет возможности. Вот тут нужна наука, которая поднимет до 70 тысяч автомобилей. Когда это завершается, включается наука, предлагает подниматься до 100 тысяч автомашин в год. Поэтому не просто слова наукоемкая, что через науку поднята экономика. Мы формируем мощную обрабатывающую промышленность. Мы должны это сделать. Если мы для нефтегазового комплекса, для горно-металлургического комплекса, для других комплексов, для их обслуживания, оборудования, деталей, ремонтные средства создадим здесь, в Казахстане, и надо попросить и заставить тех, кто работает здесь, и помочь им, если надо, и средствами, и кредитами. Поддержать их, вместе поработать. Это очень серьезная работа правительства. Если мы это сделаем, мы половину индустриализации в Казахстане уже создадим на готовом месте. В традиционных отраслях мы осуществим переход на выпуск продукции высоких переделов. Получит развитие инжиниринговой услуги как база для наукоемкой экономики. Когда сейчас цены не важные, конъюнктура рынка для сырья не очень хорошая, но когда хорошие, все гораздо продавать сырье. Нефть без переработки, цена идет, а керосин, бензин там так себе. Руду просто продавать, металл тоже сейчас не имеет реализации. Да, это мы должны учитывать. Но есть же другой пример. Например, мы попросили, и группа НРС сделала, завод создала по производству металлического алюминия. Раньше продавали просто глинозем из бокситов, 2 миллиона тонн. Теперь из боксита мы производим алюминий. Дальше из металлического алюминия можно производить любую продукцию. Точно так же из газа, из нефти можно целую цепочку продукции производить. Из меди можно делать всякие изделия, как бы трудно не было, нам надо иметь такую программу и заставить их. Это то, что наверху лежит. Это наше. Как это мы позволяем просто так выпускать сырье без его обработки? И это дает дополнительную продукцию. Это создает рабочие места. Это качество. Это добавочная стоимость. Поэтому мы, когда говорим об обрабатываемой промышленности, мы говорим о очень серьезных вещах. Теперь хочу остановиться на том, что конкретно надо сделать уже в этом году. Потому что от старта любого большого дела зависит очень многое. Поэтому отдаю конкретные поручения правительству, Национальному банку на этот год стартовый. Первое. Надо обеспечить в текущем году рост экономики на уровне 6-7%. Министр экономики Досаев считает, что это достижимо, я тоже так считаю. Очень важно. Видите, мы говорили среднесрочно 4, уже говорим 6-7%. При этом ВВП на душу населения по итогам этого года должен составить не менее 14,5 тысяч долларов. Второе. Поручаю Национальному банку, правительству до 1 мая этого года проработать комплекс мер по снижению инфляции в 3-4% в среднесрочной перспективе, не в один год. Это непростой вопрос. Третье. Правительству необходимо совместно с Национальным банком до 1 июня 2014 года разработать комплексную программу развития финансового сектора до 2030 года. Четвертое. Правительству совместно с фондом «Самрок-Казна» провести анализ всех компаний с государственным участием и определить перечень предприятий, подлежащих передаче в частный сектор. Мы из года в год говорим, Асет Арентаевич и Умарзак Истаевич, или у вас когда-то вы были революционерами, теперь вы стали консерваторами. Может и правильно, кто до 25 лет не революционер, у него сердца нет, а кто в 40 не консерватор, у него мозгов нет. Но у вас мозги есть, я знаю. Но почему идет стремление
наоборот, огосударствить собственность вместо того, чтобы отдавать. Государство должно уходить от этого. И мы знаем, что это эффективно. И знаем, сколько лишних вещей компания держит у нас, вместо того, чтобы передавать в бизнес. Такую же работу надо провести по всем государственным секторам. В первом квартале текущего года должна быть принята комплексная программа приватизации на 2014 и 2016 годы. Пятое. Правительству до конца текущего года надо разработать проект стратегии формирования агломерации в городах Астана, Алматы в период до 2030 года. Как я выше сказал, это очень важный вопрос. Придется вкладывать средства, надо это делать. Шестое. Правительству до 1 сентября 2014 года разработать программу развития транзитного потенциала Казахстана на период до 2030 года, предусмотрев вопросы снятия барьеров при осуществлении международной торговли. Специальные группы должны этим заняться. Седьмое. Правительству до конца первого квартала, наконец, следует решить вопросы по размещению источников инвестиций сроком строительства 4-го нефтеперерабатывающего завода и атомной электростанции. Почему атомные электростанции в стране, где есть газ, нефть и так далее? Вопрос такой задается. Вообще, в любых делах, которые что-то мы делаем, надо разъяснить людям, чтобы они понимали. Иначе другие разъясняют совсем по-другому, дилетантски. Пишут журналисты по-дилетантски, ни в чем не разбираясь. Пишут что угодно, что говорят, и никто ответа этому не дает. Будущее за атомными электростанциями. Газ топить – это сжечь ассигнации, тенге и доллары, из которого можно получить тысячи видов продукции и повысить его стоимость. Нефть топить – это тоже сжечь доллары. Мы страна, которая имеем огромную поставку урана по всему миру и в себя, имеем возможность есть. Это чистая энергетика, которая у нас должна быть. Ну и в конце концов, это научно-технический прогресс, это развитие. Страны, имеющие такие станции, они считаются в другой категории. Может быть, не одну мы будем строить. И это недешево стоит. Мы это должны знать. Вот это и есть чистая энергетика, кстати говоря. А всякие опасности, которые есть, ну, несмотря на это, в европейских странах больше половины электроэнергии создается сейчас. В самой Японии тоже не останавливается на развитии. Поэтому мы должны этим заниматься. По нефтепереработке тоже вопросы проработаны. Надо не тянуть и обеспечить Казахстан своими нефтепродуктами. Уважаемые соратники, все наши действия по достижению главной цели стратегии 2050 должны следовать четким принципам. Какие принципы? Во-первых, принцип прагматичности, эволюционности всех принимаемых нами решений. Нельзя допускать никаких скачков, необдуманных экспериментов и авантюр и в экономике, и в политике, и в социальной жизни. А кто ударяется в авантюры, сегодня так, завтра так, что происходит, посмотрите в мире. Благодаря стабильности нашего пути, постепенного решения всех вопросов мы достигли всего, что мы имеем и чем гордимся. Поэтому нельзя допускать никаких скачков, необдуманных экспериментов и авантюр в экономике, политике и в социальной жизни. Наша страна и общество должны изменяться так же стремительно, как быстро будет меняться весь окружающий нас мир. Во-вторых, принцип взаимовыгодной открытости страны. Мы будем широко привлекать в экономику зарубежные инвестиции, технологии, инновации. Для инвесторов мы создадим благоприятные условия для работы. И не надо считать, мы же все создали. Именно надо создать, чтобы Казахстан стал местом, где можно очень спокойно и выгодно работать, вкладывать деньги. При этом важным механизмом вхождения в топ-30 развитых стран мы ясно видим углубление интеграции нашей экономики
в региональную и глобальную экономическую систему. Мы уже находимся в глобальной экономической системе. Все, что происходит в мире, влияет на нас. Прежде всего для нас это связано с участием в формировании Евразийского экономического союза, вступлением во Всемирную торговую организацию. В-третьих, это укрепление благосостояния казахстанцев. Социальное самочувствие простых людей должно быть важнейшим индикатором нашего продвижения главной цели. За этим должны следить все акимы всех уровней, правительства, члены правительства и руководство страны. В-четвертых, важное значение имеет принцип всенародной поддержки всех наших начинаний. Уже это мое послание само является главным разъясняющим нашей цели, задачи, документом. Если надо в печати выступить более серьезной, обширной статьей, которая подробно разъясняет, что, почему и как мы будем делать. Каждый министр, аким, руководитель предприятия, работники аппаратов, руководящих органов центра должны возглавить эту деятельность по разъяснению, подключению всех к работе. Конкретные меры по реализации целей и задач необходимо довести до каждого казахстанца. Я уверен, что это станет одним из основных вопросов партии Нур-Отан. Для этого, прежде всего, сами, кто разъясняет, это будут госслужащие, мы, здесь сидящие, должны понять и разобраться, о чем я говорю здесь. Чтобы донести до каждого, о чем идет речь, как это будет выполняться. Это не утопия, это не избыточная мечта. Есть люди, которые говорят, давай нам сегодня, что ты мне говоришь о 50-м годе, 30-м годе. Чтобы вот сегодня это дать, надо идти по этому пути. И сегодня дать, и завтра дать. Это во-первых. Во-вторых, если мы не будем заниматься стратегией, значит, мы не думаем о будущих поколениях, о наших детях и внуках. Я думаю, каждый из нас думает об этом. Работа администрации президента, всего состава правительства, акиматов всех уровней должна быть направлена на выполнение этих задач. Как я выше сказал, структура руководящих состава как правительства, так и министерств, ведомств и местных органов и компаний должна соответствовать задачам. Кадры должны соответствовать. Надо, чтобы учились, подтягивались. Нет, нужно ставить тех, кто будет выполнять задачу. Дорогие соотечественники, мы, казахстанцы, единый народ. Общая для нас судьба – наш Мәңгілік ел, наш достойный великий Казахстан. Мәңгілік ел – это национальная идея нашего общеказахстанского дома, мечта всех наших предков. За 22 года суверенного развития созданы главные ценности, которые объединяют всех казахстанцев, составляют фундамент будущего нашей страны. Стабильность, толерантность, равенство всех, несмотря ни на что, ни на религиозные пристрастия, национальности и так далее, были основой нашего развития и должны оставаться таковыми. Эти ценности не взяты из заоблачных каких-то теорий. Эти ценности – опыт пройденного Казахстаном пути, выдержавший испытания временем. Во-первых, это независимость Казахстана и наша любимая столица Астана, выстроенная в степи, которая поражает своей красотой и гостей, и нас самих. Во-вторых, это национальное единство, мир и согласие в нашем общем доме. В-третьих, это светское общество и высокая духовность. В-четвертых, это экономический рост на основе индустриализации и инноваций. В-пятых, это общество всеобщего труда. Мы должны приобщить молодежь и всех к понятию, что только трудом создается благо. Труд облагораживает человека. В-шестых, общность нашей истории, культуры и языка. В-седьмых, это национальная безопасность, глобальное участие нашей страны в решении общемировых и региональных проблем. Благодаря этим ценностям мы всегда побеждали, укрепляли нашу страну,
множили наши великие успехи. В этих государствообразующих общенациональных ценностях заключается идейная основа нового казахстанского патриотизма. Поручаю аппарату президента, правительства, Ассамблеи народа Казахстана совместно с общенациональным движением «Казахстан-2050» организовать разработку, принятию патриотического акта «Мәңгілік ел». Мы ставим перед собой великие цели. Эти цели направлены на благо нашего народа. Поэтому я призываю все политические партии, общественные объединения, всех казахстанцев активно участвовать в работе по достижению главной цели и стратегии 2050. Особо обращаюсь к нашей молодежи. Эта стратегия для вас. Вам участвовать в ее реализации и вам пожинать плоды ее успеха. Включайтесь в работу, каждый на своем рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со всем народом. Қазіргі уақытта, болашақта да ойлап осыны жасап отырмыз. Осындай бағдарламаны халыққа ұсынып отырмыз. Бұның барлығының болашағы келер ұрпаққа жұмыс істейді. Қазіргі мемлекетке де жұмыс істейді. Сондықтан жастар осыған құлшына кірісу керек деп есептеймін. Қадірлі халқым, мәңгілік ел ата-бабамыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы екенін бәріміз білеміз. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең қатынас құратын, әлем қартасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. Біз бұл армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргесін қаладық. Мен қоғамда қазақ елінің идеясы, ұлттық идеясы қандай болу керек деген сауалды жиі талқыға түсіп жүргенін естіп жүрмін, біліп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстыра, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігімен бірге халқымыз мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі мәңгілік ел ордамызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ мәңгілік қазақтың президенті. Ендеше қазақ елінің ұлттық идеясы мәңгілік ел. Мен мәңгілік ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары, Қазақстан 2050 стратегиясының түп қазығы етіп алдым. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру аса қиын екенін бәріміз білеміз. Бұл әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздықпен жан жаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жібергенін де біз білеміз. Тіршілік төзіне төтеп бере алмай, жер бетінен ұлт ретінде жойылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ ала білуіміз керек. Ол сабақтың түйіні біреу ғана. Мәңгілік ел біздің өзіміздің қолымызда. Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдай алға ұмтылуымыз керек. Байлығымызда, бақытымызда болған мәңгілік тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтай білуіміз керек. Қазақстан 2050 мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы жолдан айнымайық, сүйікті халқым. Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын. Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын. Жарқын іспен күллі әлемді таң қылып, жасай берсін елдігіміз мәңгілік.
Біздің күшіміз сөзде емес, ісімізде, табандылығымызда, жетістіктерімізде, ашқан жаңалықтарымызда. Біз бос қиялдамаймыз, нақты мақсаттарға ұмтыламыз. Біз нақты табыстарға жеттік. Өйткені өзіміздің сара жолымызбен жүрдік. Біз ілгері баса береміз. Алдымызда талай асулар бар. Соларды бірге еңсереміз. 2050 стратегиясы. Біздің жолымыз. Біздің күш қуатымыз.